Традиционный китайский медицина хорошая медицина. Рад находиться у вас, надеюсь, еще раз приеду. 15 ноября учебный курс «Шанс по китайской медицине начиналась». 那么在哪开班呢？在新疆医科大学第4附属医院Уральск-Севан из Средней Азии получили очень много знаний и опыта. 让我们一起去看看来自中亚国家的12名高级医学教师在中国都学习到了什么吧。 Мы здесь первые недели провели теоретические основы китайской медицины. В этой неделе мы уже проходим иглоукалывание и терапию с банками. Я не жалею, что приехала. Я в дальнейшем, надеюсь, еще побуду в Китае с огромным багажом знаний, уеду в свою страну и там буду по мере возможности практиковать то, что я научилась здесь. Мне, помимо того, что мы здесь проходим обучение видами массажа, иглорефлексотерапии, я очень рад, что вы встретили нас здесь. Понравилось то, как у вас медицина, что у вас европейская медицина в соотношении с народной медициной, и они вместе в совокупности работают очень эффективно. Мы с удовольствием работали, обучались. Теперь багажом мы идем домой. Большим багажом. Традиционная китайская медицина имеет длительную историю и является квинтэссенцией мудрости китайского народа. В последние годы традиционная китайская медицина пользуется популярностью и признанием среди стран одного пояса, одного пути. 看来这1个月的学习，各国友人们都是收获满满。 也希望通过这次学习交流，让中医药为中亚各国人民带来健康福祉。 Uyg'ur tibobat tarixida xotiranishicha, G'ozboy milodidan burungi 4-asrda Tarim vodiysidagi qadimiy Xotan diyorida yashab o'tgan donliq Uyg'ur tibobat olimi. U umrda ajdodlarimizning 4-asrdan buyongi tibobat natijalarini yakunlab, o'zining uzun yillik amaliy tibobat tajribalari asosida 4 modda ta'limotini xotirlagan. Ham qadimiy Xotan rayoni va Tarim vodiysining tog' daryolarini kezib, Badiyon, Sana, Qalampur, Zamcha, tuz qatorliq o'simlik, mineral modda va hayvonot turidagi 312 xil xom dorilarning ismlari, ekologik holati, ta'mi, roli, unumi va davolashga doir bilimlarni xotirlab, G'ozboy O'tcho'klar dori qomusi nomli kitobini shu davrdagi qadimiy Xotan yoziqi Qarushti yoziqi bilan tamomlagan. Bu kitobning nomi yurt-yurtlarga tarqalib, ayni vaqtdagi qadimki Yunon tibobat ustozi Shibikratga yetgan. Yunon podshohi bu qimmatli dori qomusiga erishish uchun Xotan diyoriga maxsus elchi avatgan. Ular ming bir mushaqqatda G'ozboyni topgan. Yunon podshohi maktubida G'ozboy O'tcho'klar dori qomusi uchun Xotan rayoniga tibobat ilm ma'rifat saroyi Oqsaroyni sep berishgan. Kitobining tarjima xizmatlari uchun G'ozboyning o'g'li Barining kelishini, uningga Yunon malikasini yotliq qilganligiga va'da bergan. Hamda tibobat ilmi jihatda o'zaro zish aloqa bog'lashni umid qilgan. Bugunga qadar G'ozboyning yurti Xotan diyori Uyg'ur tibobatining muhim makonlaridan biri. Xotanning Qarqash noyisida Oqsaroy nomi bilan atalgan yezisi hozirgacha saqlanib kelmoqda. Uyg'ur tibobatining asosini soluvchi G'ozboy 120 yillik umrda keyingilar uchun qimmatli tibobat mirosini qoldirib, Uyg'ur tibobat tarixida mangulik obida bo'ldi. Меня зовут Айсидин Аманбула. В реабилитационном отделении Хотанской областной больницы уйгурской медицины я работаю врачом. Начался 23-й год моей работы. В университете я изучал уйгурскую, китайскую и западную медицину. Уйгурская медицина действительно сильно отличается от других медицинских систем. В процессе работы я столкнулся со многими трудностями. Когда я приехал в Хотан, со временем в моей практике было много странных случаев.
Я видел пациента с шелушением по всему телу. Я думал, что этот пациент уже не поправится. Но мы лечили его почти 27 дней, и он полностью выздоровел. Кто бы мог подумать, что этот человек оказался еще и иностранцем. С тех пор я начал понемногу учиться самостоятельно, перенимать опыт у учителей. В процессе изучения уйгурской медицины я стараюсь мыслить категориями нашей медицины, а затем подхожу с позиции западной медицины, чтобы посмотреть и оценить. Уйгурские лекарственные средства в основном производятся из местного сырья уйгурской автономии. Здесь есть минералы, препараты из насекомых, а также курджун. Теория уйгурской традиционной медицины довольно сложна, поэтому существует большая проблема, как ее передавать и развивать. Иглоукалывание и массаж – моя специальность. Я постепенно начал пытаться соединять теорию меридианов иглоукалывания с теорией конституции в уйгурской медицине. Как вы себя чувствуете? Нормально. Не должно быть больно. Спасибо. Наше реабилитационное отделение в настоящее время занимается реабилитацией после инсульта, реабилитацией плечевого сустава, а также лечением суставов конечностей при их дисфункции. Каждый день первым делом мы ведем прием в амбулатории. Второе – делаем обход в стационаре. Третье – для некоторых пациентов мы проводим немедикаментозную терапию. Сейчас еще не до конца восстановилась. Вот уже 6 лет прошло. 6 лет. Это канцзянь, производная от шелка сырца. Это средство очень хорошо тонизирует сердце. Современная уйгурская медицина также меняется вместе с изменениями времени. Раньше наши лекарства, виды лечения были в основном в виде сложных составных рецептов. Теперь они постепенно эволюционируют в удобные пилюли и порошки. Раньше курс лечения составлял обычно около 30 дней. Сейчас средняя продолжительность лечения составляет всего от 10 до 15 дней. Пациенты из-за границы и изнутри Китая, а также успешные случаи лечения – это для нас самый большой стимул. Это, наоборот, заставляет нас после одного успешного случая браться за второй, затем за третий. И как только появляется редкая болезнь, мы сразу хотим взяться за ее лечение, потому что болезни идут не по учебнику. В какой-то момент я начинаю чувствовать, что каждая болезнь как новая. Учиться уйгурской медицине нужно всю жизнь. Пока жив, учись, чтобы пациенты жили здоровыми.